сегодня собрались в этом зале, проводим первое заседание руководства первичной организации Гагаузской народной партии. По информации, в основном, делегации со всех населенных пунктов приехали. Есть предложение? Есть предложение нашего начальника. Согласитесь? Да. Для ведения нашего собрания предлагается избрать рабочий президиум. Предлагается из 14 человек. Оглашаю список. На Гагаузском можно говорить? Будем говорить, в принципе. Заман Каиловсон. Söyleyeceğiz açık sızlanlar etmeye açık oturmayın. Söyle, sağ olunuz, söyleyeceğiz. Удовый Николай Харлампьевич, председатель Гагаузской народной партии. Кельцин Иван Федорович, заместитель председателя Гагаузской народной партии. Чекизлей Иван, заместитель председателя Гагаузской народной партии. Кенигелян Николай, заместитель председателя Гагаузской народной партии. Мутковлый Иван Иванович, председатель штаба Гагаузской народной партии. Мавроди Петр Георгиевич, председатель Камрадской первичной организации Гагаузской народной партии. Горошко Людмила Павловна, председатель Русской первичной организации Гагаузской народной партии. Братан Андрей, председатель Луганецкой первичной организации Гагаузской народной партии. Парчевский Гозун Данил, председатель Кишиневской первичной организации Гагаузской народной партии. Тукан Борис Андреевич, председатель Кишиневской первичной организации Гагаузской народной партии. Сергей Касап, председатель Приднестровского региона от Гагаузской народной партии. Щепанов Николай, председатель молодежной организации Гагаузской народной партии. Мария Карп, заместитель председателя молодежной организации Гагаузской народной партии. И ваш верный слуга, генеральный секретарь Гепис Николай Петрович. Предлагается один вопрос к вашему вниманию. Об отношении Гагаузской народной партии к предстоящим выборам в парламент Республики Молдова. Согласимся? Да. Спасибо. Нам необходимо утвердить регламент работы. Докладчик Николай Харлампьевич Дудовый, председатель партии, просит до 20 минут. Выступающим до 5 минут. Согласимся? Да. Работу нашего собрания завершить в течение 1,5-2 часов. Пожалуйста, Николай Харлампьевич. Hoş geldiniz pahalı dostlar. Bizler bir toplantı daha olmadı Gagauz'da. Zerim Gagauz Partisi kuruldu. Biz bir yaparız bir toplantı. Bizde var şimdi 24 organizasyonumuz. 34 organizasyonumuz, ters yapmaları 40. Her ilden onların liderleri, büngerler buraya. Bir yerde toplandık, hani bir yerde bugün anlaşma, konuşma, da bitkiye koyma seçimleri, da anlaşma. Gidersek mi biz bu parlamento seçimlerine? Kendimiz mi gideceğiz? Gideceğiz blokla mı? Или братись başka kerede? Уважаемые друзья, сегодня я скажу исторический момент, будем говорить и на гагаузском, будем говорить и на русском, потому что я знаю, что многие люди не знают гагаузского языка, поэтому Гагаузская народная партия, прежде всего, это партия не только для гагаузов, а для всех жителей Гагаузии. Немножко истории. Скажу, что 30 лет, как был принят закон о особом правовом статусе Гагаузии. Я вам скажу, что особо благодарна всем тем людям, которые были на истоках, и мы добились, они добились, и мы имеем сегодня автономию. Но скажу, что одной из самых главных проблем на протяжении всех этих 30 лет, это именно то, что Гагаузия не имела свою партию. Получив автономию, имея свою землю, мы не имели свою партию, и в конце концов, я скажу, за 30 лет
Тот закон, который был принят в парламенте, на сегодня можно сказать, что большинство полномочий уже растеряно. Поэтому идея образования гагаузской партии, она была всегда. В законе о особом правовом статусе, в принципе, там запрещено, чтобы иметь региональные партии. Республиканские партии открывать фактически было невозможно, потому что для того, чтобы регистрироваться, нужно было с 50 районов Республики Молдова найти 4000 учредителей. Поэтому мы же понимаем, что в Окнице, Шалданешта, Хинчештов, кто станет учредителем гагаузской партии. Но скажу, что в последние годы закон поменялся. Закон сегодня позволил открывать республиканскую партию, без разницы сколько районов, можно с самой Гагаузии. И мы пошли в таком направлении, что с Гагаузии собрали 1200 учредителей, потому что нужно 1000. И впервые нам удалось зарегистрировать гагаузскую партию. Республиканскую гагаузскую партию. Почему она была зарегистрирована? Потому что в эту партию могут входить не только жители Гагаузии, но жители со всех районов Республики Молдова. Наши друзья, которые живут за границей, в России, в Европе, в Турции, в других странах. Поэтому это республиканская партия. Скажу, что для регистрации, конечно, мы проделали большую работу. Но прежде всего сегодня я с этого хочу начать, поблагодарить организацию Народно-патриотический союз «Девлет», который, в принципе, предоставил возможность, стал фундаментом для того, чтобы мы набрали учредителей для открытия республиканской гагаузской партии. Спасибо вам! Благодаря организации «Девлет» нам удалось за короткое время, в течение месяца мы подготовили все документы, отдали на регистрацию, и с 3-й попытки нас зарегистрировали. В дальнейшем следующая борьба, и большая борьба. 3 месяца мы мучились для того, чтобы открыть расчетный счет. Ну, вроде бы, надеюсь, что так, сигнал пришел, что вчера, наконец-то, банки МАИП нам счет открыли. Спасибо. Некоторые скептики, некоторые радикалы нас толкали на крайние моменты, что идти с заявлениями, митингами. А я вам скажу, что мы избрали другой путь. Мы избрали путь добра, справедливости, и шаг за шагом нам удалось открыть партию. Нам удалось, можно сказать, что открыть уже расчетный счет, и мы идем дальше. Гагаузия имеет автономию. Гагаузия имеет свою землю. Гагаузия имеет уже свою партию. Теперь я хочу сегодня нашему собранию предложить, в конце мы за это даже проголосуем, Гагаузия должна иметь свою политику. Потому что 30 лет мы надеялись на наших друзей. Мы всегда поддерживали все партии, которые приходили к нам добром. И левые, и правые, и центристы. И скажу, что в принципе даже договора заключали. Но в конечном итоге поддержка всех наших друзей довело к тому, что Гагаузия растеряла все. У нас сегодня нет своей таможни, у нас сегодня нет своей налоговой инспекции. Как открывать рабочие места, привлекать инвестиции. Мы потеряли все деконцентрированные службы. Если сегодня даже позвонить в скорую помощь уже через коммутатор Кишинев. Вот кто живет в Камрате, скоро рядом жилой массив, 5 шагов до скорой помощи, а мы 20 минут ждем, пока позвоним в Кишинев и дадут команду. И потеряли остальные, другие концентрированные службы. Это и почту, и МРО, и паспортный стол, и перечислять. Я скажу, крайностью стало пару месяцев назад, когда Конституционный суд Республики Молдова по предложению Генеральной прокуратуры отменил статью Конституции Республики Молдова, что Гагаузия имеет право выдвигать генерального прокурора Гагаузии. Мы не говорим дальше. Мы это уже не имеем. Следующий шаг, единственное, что осталось, это ликвидировать саму автономию. Поэтому мы сегодня, Гагаузская народная партия, собравшись вместе, благодарю, что вы сегодня здесь, за короткое время мы открыли 34 первичных организаций. В эти организации за 3 месяца уже вошло 3400 человек. Каждый день люди приходят, пишут заявления. Но я скажу, что кроме этих 3400 человек, у нас еще большая поддержка тех людей, которые говорят, что мы не входили в партию, нам неудобно, мы не знаем, но мы хотим поддержать. И второй список, мы делаем группу, которая нас может поддержать. Я сегодня с этой трибуны хочу попросить вас всех в вашем лице,
тех людей, которые вы знаете дома, ваших друзей, родственников. Пожалуйста, мы начинаем с 1 июля регистрацию всех наших земляков, которые живут в других районах. Неважно, каких молдавских районах. Но там живут тоже ваши дети, внуки, родственники, братья, сестры. Связывайтесь с ними. И если они дадут добро поддержать нас, давайте нам координаты, телефоны. Будем созваниваться. С каждым гагаузом, с каждым человеком, который родился в Гагаузии, сегодня живет в других районах, но готов нас поддержать и считает Гагаузию маленькой родиной. Мы готовы связываться, мы готовы с ними говорить, мы готовы в дальнейшем сотрудничать. Мы, значит, сделали уже заявление на весь мир. Мы попросили всех гагаузов мира, всю нашу нацию, к объединению. И скажу, что мы были услышаны. Очень много было звонков. Да, часть людей, наших земляков, которые уже не имеют гражданства Молдовы, но они тоже связывались с нами, что говорят, мы тоже будем помогать, хоть голосовать не сможем, но будем звонить своим родственникам. Я, честно говоря, даже и не знал, что география гагаузов такая богатая. Это не только Европа. Я вам скажу, что это Северная, Южная Америка, Африка, Азия. Везде есть гагаузы. И звонки идут все время. Интернет, да, очень много, значит, публикуется, поэтому люди читают, видят, передаются, поэтому информация пошла. Да, мы есть сегодня и в Фейсбуке, есть мы сегодня и в Одноклассниках, есть мы сегодня и в Телеграме. И надеюсь, что счет, если у нас открыт, на следующей неделе мы зарегистрируем и свою газету. И, естественно, что мы будем доводить каждый населенный пункт, каждую первичную организацию, чтобы люди слышали больше о нас. Дорогие друзья, то, что уже сделано, это только начало. Я скажу вам, что мы находимся сегодня на истоках. И все вы сегодня, которые здесь в основном больше руководителей первичных организаций, молодежных, женских, ветеранских организаций, с населенных пунктов приехали именно руководство. В Камрата мы пригласили больше людей, наших активов, потому что встреча делается в Камрате, и очень хотелось бы, чтобы они услышали, что мы говорим, что мы принимаем. И скажу, что вот эти шаги, которые мы делаем сегодня, пройдет год, 2, 3, 5, а может и больше. И вы будете вспоминать и рассказывать своим детям, своим внукам, что народ создавал Гагаузскую партию. Тут не Дудоглу, тут не Кольчик, тут народ создавал. Один голос сегодня не нужен. Благодаря той поддержке, которую мы получили с первых месяцев, потому что регистрировать партию, я вам скажу, кто-то считает, что это чудо зарегистрировать. Да нет, в Молдове 85 партий. И я вам скажу, что я не знаю ни одного лидера республики, который захотел открыть партию и не открыл. Да, кто-то с 3-го раза, как мы, кто-то с 1-го, а кто-то из 20-го. Но если готовятся документы, рано или поздно она регистрируется. Поэтому образование гагаузской партии мы не считаем, что случилось чудо. Мы считаем, что это случилось то, что должно было быть 30 лет назад. А вот дальше поддержка, борьба, объединение всех жителей Гагаузии, всех тех людей, которые родились в Гагаузии, все наши нации, я считаю, что вот здесь самая главная наша борьба, самая большая заслуга, если мы с вами это сделаем. Я скажу, что большинство людей об этом говорят, и есть поддержка. Мы не ожидали, но самыми большими противниками Гагаузской партии сегодня стали не республиканские молдавские партии или лидеры, а наши гагаузские лидеры. Те, которые находятся в других республиканских партиях. Те, которые мечтают попасть по спискам других партий в парламент, и они должны показать здесь результат. Очередной раз обмануть Гагаузию. Я был в партии. Я был в демократической партии. Я единственный раз был в демократической партии. Больше я не бывал ни в какой партии. И скажу, что будучи депутатом парламента, через 3 года я написал заявление и ушел. Нет, меня никто не обижал. Меня очень ценили. Меня со мной считались, но я понял, что 1 человек, 2 человека, ну ничего мы там не решаем. Просто нас используют. Я вам скажу, что в парламенте создаются фракции, и по всем основным вопросам выступают председатели фракций, а не все депутаты. Да, рабочие вопросы, какие-то законы принимаются, любой депутат может предложить свою идею, задать вопрос, но основные государственные вопросы выступают председатели фракции. Собирается фракция, принимает решение, и все должны голосовать. Я помню последние, кажется, капли в чашке было
принимался закон, что убрать с телевидения русские каналы, русские аналитические каналы, где, когда фракция собралась, проголосовала, у нас только 3 были против этого закона, это наши гагаузы: Дудоглу, Карасения и Дудник. Остальные все за. Но дальше вопрос был поставлен, что идем в парламент и все голосуем, мы команда. Я сказал, что нет, я не могу голосовать. Мой народ не готов сегодня перейти сразу к государственному языку. Да я сам сегодня сижу научником в парламенте, как я могу голосовать? Я поступил честно и правильно. Я пришел в парламент вместе с Демократической партией, я написал заявление о выходе из партии и сложил мандат депутата парламента. Хотя еще год мог быть депутатом парламента, иметь машину, кабинет и все привилегии, которые имеют депутаты. И считаю, что поступил очень правильно, и так должны поступать все. Хотя это единичные случаи в парламенте, что человек ушел из партии, ушел из парламента. Обычно уходит из партии, но из парламента никто не уходит. И я тогда для себя сделал выводы, что в парламент нужно приходить только со своей фракцией. Что вся фракция, пускай это будет маленькая фракция, пускай будет 6 человек, 7 человек, но она имела голос. Поэтому сегодня я и призываю, что Гагаузия, имея свою автономию, имея свою землю, имея свою партию, должна появиться гагаузская политика. Что я называю гагаузской политикой? Гагаузская политика – это когда гагаузский народ, вся наша нация, все наши жители перестают верить кому-то, доверяться и не дают возможность использовать себя. 30 лет нас использовали. Что добились? Ничего. Еще один шаг, и мы вообще исчезнет автономия. Поэтому дальнейший путь – ни с кем не ругаться. Наш девиз – мы не против кого-то, мы за Гагаузию. Мы никого не ругаем, мы объясняем, что Гагаузская партия создана для всех жителей Гагаузии, и объединившись всех мы, действительно, мы добьемся. Некоторые скептики в Кишиневе, которые почувствовали, что началось объединение в Гагаузии, а я вам скажу, что человек, который побывал в политике уже 20 лет, я знаю руководство Молдовы, практически всех лидеров, единственного, чего они боятся, это единство Гагаузии. Всегда делала все для того, чтобы делить Гагаузию по частям. Поэтому несколько партий вырывались с Гагаузии и разрывали его по клочкам, и мы здесь ругались. Один маленький пример. Я вам скажу, будучи в парламенте, вот частенько я видел такое, лидеры партии. Приходил Воронин, Дьяков, Гимпу. Ох, как-то камеры были, как они ругались. Но тут же перерыв, столовая, буфет. Сидят мирно, спокойно говорят. Ничего не ругаются. Приезжая в Гагаузию, наши люди, которые родители вводят в различные партии, они не разговаривают между собой, но их дети в детском садике не говорят, они просто становятся уже не то что недругами, противниками, врагами друг друга. Нас раскололи и сделали все возможное, что мы дрались между собой. Поэтому сегодня, когда Гагаузская народная партия создалась, я говорю, что первыми противниками стали те, которые сегодня в других партиях. Мы их не обвиняем, что раньше не было Гагаузской партии. Да, они были других. Но сегодня создалась Гагаузская партия, и мы предложили всем нашим лидерам. Давайте так, вы наши лидеры, вы много чего сделали, много чего добились, вы готовы, подготовлены к политике. Давайте мы, те люди, которые создали эту партию, сделаем шаг назад, и первый в списках включим вас. Стайногу, Влад, не буду всех называть. Пожалуйста, приходите. Если вы хотите идти в парламент, Гагаузия вас поддержит, мы все вас поддержим. Мы станем чуть дальше. Главное – объединить гагаузский народ. Но я скажу, что вот прошло 3 месяца, да нет, все идут отдельно. Но идут отдельно, это мало сказано. Тут же начинаются удары, камни бросают по нашей партии, по гагаузской партии. Не замечая, что это их родная партия, она же гагаузская. Я понимаю еще, когда, не хотят, идут своей дорогой. Тут же начинается, вас зарегистрировали, вам помогли. А тут же говорю пример. Фармузал мог зарегистрировать партию. Яньоглу мог зарегистрировать партию. Ирина Влад, да. А почему нам должны были помочь, помогать? Абсурд, дезинформация. Это для того, чтобы не дать сегодня Гагаузии очередную попытку объединения всей нашей нации. Гагаузская политика сегодня называется такова, что иметь свой голос везде, больше не продаваться, больше не прислушиваться, не давать возможность использовать нас, а иметь свой голос, идти на парламентские выборы. Гагаузов сегодня, я вам скажу, что по всему миру проживает
около тех людей, которые могут проголосовать, около 200 тысяч человек. У нас в Гагаузии 120 тысяч избирателей. На выборы выходит 70. Остальные аполитичные, не хотят и много чего другое. Но сегодня появилась Гагаузская партия. Для того, чтобы пройти в парламент, нужно 70-75 тысяч голосов. Из 200 тысяч мы наберем это. Если поработаем, если мы действительно поверим в себя, а не в кого-то, уверяю вас, что Гагаузская партия с первого раза, несмотря что нам всего лишь 3 месяца, и мы еще очень маленькие, да, если сравнить, как дети растут, мы уже имеем шанс войти в парламент. А если Гагаузская партия входит в парламент, я уверяю вас, все вопросы, которые есть в Гагаузии, мы их решим. Потому что мы предлагаем сегодня идти в парламент, мы предлагаем не входить в никакие блоки, мы предлагаем, если мы войдем в парламент, не входить в союз ни с одной партией, защищать свои интересы, там, где выгодно голосовать, там, где невыгодно иметь свою позицию, но самое главное иметь голос. Когда входишь в какой-то союз, всегда получается старший и младший. И до младшего никогда не доходит очередь выступать. Потому что все время выступают старшие. Хватит, чтобы Гагаузия имела все время старших братьев. Мы не против старших, но мы хотим решать свою судьбу. Первым делом мы в парламенте подаем вопрос для того, чтобы была амнистия вот этого, ну я скажу, беззакония, вот этого то, что у нас сейчас тысячи людей, несколько тысяч людей получили извещение о штрафах, а за ними пойдут уголовные дела. Кто спасет наших людей? Отберут последние, суды придут и бабушкам дома будут отменять, если не смогут оплатить. Мы добьемся, мы пройдем в парламент, мы заявим это, получим поддержку и получим амнистию, уйдем с этого. Да, где-то была, может, ошибка, не ошибка, много чего было, но народ простой не виноват. Может, простой народ, наши бабушки, дедушки, они мало понимают в политике сегодня. А им нужно сегодня кушать, покупать лекарства, оплатить энергоресурсы. И если есть сегодня те люди, которые дают пару копеек, конечно, они берут. А что если после этого придут и начнут ругать, обзывать, открывать уголовное дело, многие люди уже, я скажу, что довели до того, что готовы уже и в больнице, и реанимации. Поэтому это вопрос, который мы должны решать. В дальнейшем, исполком Гагаузии. Я вам скажу, что исполком, мне удалось, еще во время табунщика я был членом исполкома, я был начальником управления молодежи и спорта. И скажу, что тогда все начальники управлений, мы входили в коллегию своих министерств. Я был в коллегии Министерства спорта, и все вопросы республики, которые были по спорту, мы их решали. Сегодня нету ни одного управления, чтобы он входил в коллегию. Нас просто вышвырнули, выгнали. Возьмите медицину, чтобы сегодня даже продлить инвалидность. Мне обращался человек, ноги нету человека. Николай Гарлантович, ну давайте какие-то ресурсы, поехать в Кишинев, нужно инвалидность продлить. Я смотрю, у него ноги нет. Я говорю, а зачем тебе продлевать инвалидность? Что, ты нога вырастет, что ли? Нет, нужно поехать обязательно, каждый год продлевать. Маразм. Мы имеем управление здравоохранением в Гагаузии, мы имеем медицину, мы имеем автономию, а вот даже вот таким мелочам мы гоняем наших людей. Почему? Я вам скажу так. Когда гагаузская автономия, мне говорят, осталось 3 минуты, но я попрошу еще пару минут. Можно? Я вам скажу, что Гагаузия, почему так получилось? Когда Гагаузия, парламент проголосовал, что Гагаузия имела автономию, закон о правовом статусе Гагаузии. Ведь у нас была непризнанная Гагаузская республика. И скажу, что продержались. Спасибо первому президенту, всем там людям, продержались короткое время. Спасибо, в зале находятся приднестровцы, наша первичная организация. Спасибо Приднестровью. Они нас тогда поддержали и пришли с автобусами, помните? Кровопролития у нас не было. Спасибо, ребят, передайте, что Гагаузия всегда это будет помнить. Но мы тогда имели доверие. Приехал Демирель, встречались с руководством Молдовы, и имея доверие, Гагаузии доверили иметь свою автономию. Но после этого, поддерживая других лидеров, других партий, которые, вам скажу, имели 100 раз больше проблем, чем Гагаузия. Вот они ругаются в Кишиневе, Гагаузия выставляет первые ряды, и стрелы летят на нас, на автономию, которой мы ни при чем. Те люди нас защищают, которые сами имеют проблемы. А зачем нам нужны такие защитники?
Вот возьмем даже последние наши выборы. Гагаузия дает 97 или 98% одной партии. Эта партия оказывается в оппозиции. Кого бьют? Руководители этой партии или ту партию? Да нет, они нормально себе живут. И у них довольно хорошо и финансово. Гагаузия отобрали все. Почему? Потому что Гагаузия не так проголосовала. Вот сейчас начинаются новые выборы. И я вам скажу, что нам нужно решать. Сегодня, я вам скажу, 50 на 50. Кто выиграет, левые или правые. И то, что мы видели в Румынии, и то, что творится во всем мире, везде фальсификация, везде власть использует админресурс. Поэтому сегодня кого не поддержи, останешься в проигрыше. Поддерживаем ли левых, хотим, чтобы ушли правые, выиграют правые. Поддерживая левых, я вам скажу, что они начнут нашу душить партию, потому что они хотят, чтобы мы были у них подчинении, все, давали голоса. Поэтому я сегодня предлагаю, у нас основной вопрос, это то, чтобы сегодня решить. Вот она состоит из 3 частей. Первое. Объединяемся. До выборов еще есть, в сентябре выборы. Проводим огромную работу, объединяем весь народ, собираем по 5% и проходим парламент. Второй вариант. Мы не готовы, мы ищем союзников и идем с кем-то в блоке. Третий вариант. Берем паузу. Мы только родились, мы еще не готовы, берем паузу, не идем на эти выборы. Вот и 3 варианта решений, которые сегодня может быть. Поэтому в конце я поставлю на голосование. Но чтобы вы знали, что я лично поддерживаю, я лично прошу вас, поддержите. Впервые Гагаузия должна пойти на выборы. 101 человек по спискам, все пройдут наши люди. Со всех населенных пунктов. И я скажу, что и составление списка, которое начнется с 1 июля, она будет правильной. Какой первичной организации больше количество людей, то тот лидер сможет быть повыше списка. Честный путь? Честный путь. Поэтому каждый населенный пункт сегодня должен, в принципе, начинать активно работать для того, чтобы привлекать людей в Гагаузскую партию. Следующее. Очень важное, и это вопрос, который сегодня звучит везде, и некоторые трактуют его неправильно. Финансирование. Парламентские выборы, партия без финансирования не может быть. И я вам скажу, что сегодня я начинаю говорить, все, открылась Гагаузская партия, и будет финансировать тот-то человек, он будет командовать Гагаузской партией, и будет финансировать какая-то партия, сделать марионетку Гагаузскую партию. А я сегодня обращаюсь к вам и тоже прошу, уважаемые друзья, нам не нужны эти богатые люди. Нам не нужны эти олигархи, потому что действительно они захватят нас. Нам не нужна союзник, какая-то партия, которая будет нас использовать. Мы выбрали путь единства, свободы, идем сами. Поэтому финансирование Гагаузской партии на первом этапе должен профинансировать сам гагаузский народ. Мы предложили членские взносы, небольшие членские взносы. Она подъемна даже самому, как говорится, социально уязвимому человеку. 10 лей в месяц, 120 лей в году. Это же небольшая сумма, правильно? Но вот у нас уже 3400 человек вошли. Мы планируем, что до сентября войдут 10 тысяч человек. И для того, чтобы, да, мы не получаем зарплаты, но нам нужен бензин, нам нужны газеты, нам нужны листовки, констовары, но вот эти нужды, нам сегодня эти деньги будут. Давайте сплотимся все вместе, потому что хомут оденем, зря только создавали партию. Нам не нужен хомут. Свобода, идем шаг за шагом, создаем гагаузскую политику. Гагаузская политика – это такая, что слово Гагаузии должно быть слышно везде. И внутренней политики, и внешней политики. Есть вопросы к нашим партнерам, друзьям. Мы русскоязычные, мы православные. Едем в Москву, встречаемся, говорим. Ведь вся эта помощь, которая пришла, сейчас вот эти штрафы, уголовные дела, ведь несколько уже лет кричат, Шор дают деньги, Шор дают деньги. Когда начали сегодня штрафовать, так оказалось, что деньги-то пришли с России. Фонд Евразии, и говорят, там наши люди тоже участвовали, наши Гагаузы закладывали какие-то деньги туда. Поэтому если кто-то нам помогает, не надо через посредников. Напрямую пошли, договорились и получили.
практике у нас, я помню, при Башкане Фармазал тоже получили гуманитарную помощь. Пшеницу, дистопливо, масло. И раздавали людям. Разве кому-то открыли уголовное дело? Нет. Потому что получили напрямую, прямую раздали. Поэтому мы должны отсечь все коррупционные вещи и напрямую работать. Есть, говорится, Турция, наша кровная, говорится, братья наши, по крови мы одинаковые, естественно, должны работать. Со всеми мы должны работать. Вот это называется гагаузская политика. Не защищать кого-то, а защищать себя. И каждый человек, житель Гагаузии, наш земляк, который проживает в других населенных пунктах республики, он должен знать, что если беда пришла, ему есть куда пойти. Гагаузскую народную партию. Есть куда обратиться, и Гагаузская партия пойдет на помощь. Я скажу, мы уже максимально стараемся помогать, значит, выступать, встречаться с различными отраслями. Это и здравоохранение, это образование, и МВД в том числе. Приходится разные вещи говорить. И мы будем это делать. Справедливость должна быть. Гагаузия имеет право иметь Гагаузскую партию. Гагаузия имеет право войти в парламент, как оно должно было быть в начале. Потому что совершена была ошибка. Гагаузия, будучи республикой, получив автономию, приняв закон о правовом статусе Гагаузии, она должна была получить квоту. Квоту вхождения в парламент. Нас обманули, нам ничего не дали. Да, красивые глаза. Последнее. Я вам скажу, что почему нас сегодня обманывают. Я и про себя скажу. Мы все делаем ошибки. Но я скажу, последние десятилетия Гагаузия уже не выбирает своих руководителей. Нам их предлагают, а чуть не назначают. И тех людей, которые абсолютно не готовы к той работе, куда их назначают нашими голосами. И что получается? С Гагаузией сегодня превратили в экономический проект. Башканы десятки лет не живут в Гагаузии. А как они будут помогать Гагаузии, жить в Гагаузии? Они должны жить здесь. Их дети должны учиться в наших школах. Тогда они будут знать условия школ. Их родители сами лечиться в наших больницах, а не где-то за границей. И тогда они будут знать, что у нас в больнице не хватает сегодня 25-30% врачей, что нужно записываться и ждать за месяц, пока тебя примут. А пока тебя примут, то уже и принимать не надо. Поэтому, уважаемые друзья, пришло время, чтобы Гагаузская партия объединила весь гагаузский народ, и чтобы мы принимали своих лидеров, которые здесь живут, которые болеют. Те лидеры, которые у нас есть, не обвиняя никого, я отношусь к тем же. Но пришло время воспитать новое поколение. Гагаузская народная партия с этого началась. У нас уже 30% руководителей первичной организации молодые ребята. Мы создали молодежную организацию, и вот часть других людей уже есть и в руководстве. Мы будем укреплять работу для того, чтобы готовить новых людей, новое поколение, чистых патриотов, которые не будут испачканы коррупцией для того, чтобы идти к власти и только зарабатывать. Тогда мы изменим ситуацию. Уверяю вас, что автономия, имея свой закон, имея свою землю, свободные экономические зоны, имея команду в парламенте, мы получим и инвестиции для открытия рабочих мест. Мы будем защищены законом, мы, главный трибун парламента, сможем поднимать любой вопрос. Это касается и полиции, это касается и прокуратуры, это касается и СИБа. Все их руководители должны быть отсюда, с нашего народа. Тогда у нас будет справедливость, тогда мы пойдем дальше. Таможня. Таможня республики дает сегодня, я вам скажу, где-то 65, а может иногда даже 70% всего бюджета. Мы не контролируем, что наши предприятия экспортируют, импортируют. Вот нам всегда говорят, вы получаете много трансфертов, а собираете сами мало денег. Ну, конечно, мы же не видим, что вы у нас забираете. А забирает у нас таможня. Все наши предприятия, я скажу, что 17 заводов экспортируют, импортируют. Возьмите сегодня все, что касается электричества. Разве налоги идут к нам? Возьмите газ. Разве налоги идут к нам? Только подоходные налоги. Поэтому автономия, объединившись, мы поднимем все вопросы. Мы вернем полномочия, мы укрепим Гагаузию. И уверяю вас, мы получим и доверие в стране. И я не боюсь ни одной партии, что она будет в руководстве. Потому что если мы будем думать о гагаузском народе, если мы будем говорить о своей земле, никто, мы маленький народ, мы не можем со всеми воевать, как сегодня предлагают. Давайте чем хуже, взорвем Гагаузию, пойдем сжигать здания, революции делать, кого-то выгонять. Мы 5-6% не сможем кого-то выгонять, но мы можем защитить себя.
Поэтому сегодня главное, что я предлагаю, защищать себя, идти вперед, добиваться объединения Гагаузии, и все, что положено Гагаузии, мы должны получить. Это и депутаты в парламент, это и инвестиции, открытие рабочих мест, а самое главное, единство нашего народа, чтобы ни одна партия не приходила и не раздирала нас по частям, чтобы наши дети между собой ругаются, а как я сказал, что даже в детском садике не разговаривают. Нет, пришло время, чтобы все наши политики были в одной команде. И именно тогда люди дадут оценку. Тогда мы увидим, кто насколько готов. Ага, этот человек готов, он может стать башканом Гагаузии, он самый сильный политик Гагаузии. Этот может стать примаром, он готов. Этот может стать депутатом, он готов. А не получается так, что пришла команда из Кишинева, включила список, абсолютно человек даже не знает, где находится. Его сделали руководителем, дали ему печать, иди командуй. И что дальше? Провал везде. И сегодня это показал, провал везде. Я скажу только один пример, не буду сегодня никого ругать. Пройдите возле исполкома, когда пойдете домой, там стоят эти флаги. При каком хозяине такие флаги будут перед руководством страны? Старые, правительные, их нужно поменять, правильно? Или убрать совсем. Дальше, самое главное, вы все хозяева дома, посмотрите на клумбу перед исполкомом. Хыштыр-бюер. Хыштыр-бюер исполкомın önünde. Ne anlarsın çorbaçılar? Что у нас уже все пропало, все развалили, Хыштыр-бюер исполкомın önünde. Что не найти до одного человека, чтобы вы могли чуть убраться? Даже при самом слабом башке я считал, что Еленвах поливали, стригли траву. Тоже экономический проект был, стала миллионерша, ушла и дальше там подобное. Ну, не буду ни о чем говорить. Уважаемые друзья, я заканчиваю свое выступление. В конце скажу, что мы планируем. Мы хотели 28-го, но чуть-чуть не получается. Мы заказали форму, кепки, футболочки для наших ребят. Хотели 28-го, переводим на 5 июля, для того, чтобы получить форму. 5 июля здесь находится наш руководитель первичных организаций. 5 июля мы ждем молодежь на второй молодежный слет, где будет очень много мероприятий. Мы будем говорить, будем обучать, отбирать самых лучших для того, чтобы продвигать дальше. Поэтому со всех населенных пунктов, ну, минимум по 10 человек мы ждем 5 числа. Хочу сказать, что сегодня руководители первичных организаций получили бланки для составления проведения партии. Отнеситесь очень серьезно, пожалуйста. Есть многие населенные пункты пошли вперед, а есть некоторые только начинают. Поэтому начинаем работать. Но в основном больше, где мы успели, назначили руководителей, заместителей, руководителей молодежи, женской, ветеранской организации, а там, где не успели, пожалуйста, отбирайте людей, предлагайте к нам, и мы дальше будем их утверждать. Ну, пришло время читать, давайте. Значит, уважаемые друзья, одно из самых важных мероприятий, которое пройдет до выборов, это съезд. Съезд, где будут утверждены все кандидаты в депутаты, где будет принята наша программа. Съезд у нас состоится 16 августа. Естественно, что мы выберем самый большой зал Гагаузии, для того, чтобы приглашать не только наших руководителей, а все наши активы, те, кто люди нас поддерживают, для того, чтобы на съезде принять главные вопросы. Ну, смотрите, осенью, в сентябре у нас выборы парламентские, но тут же в ноябре и выборы в Народное собрание. Поэтому, естественно, уважаемые друзья, мы уже говорили, когда встречались у вас в населенных пунктах, что мы будем поддерживать тех людей, которые вы предложите, потому что вы их знаете. Порядок республиканской партии, что пришли к Умэтру, не знаю, кого назначили и продвинули, нет. Здесь именно тех людей, которые вы будете предлагать, мы поддержим, поэтому начнем работать. И, конечно, я скажу, что готовя сегодня молодежную команду, мы должны думать об этом. 1 июля суд башкана действующего. Чем закончится, мы не знаем, хотя очень много разговоров идут, что возможно будет приговор. Если будет приговор, у нас осенью будут выборы. Наша команда, чтобы вы знали, об этом говорили, мы это не приветствуем. Мы не готовы к этим выборам. Есть выбрали башкана, плохой, хороший, но еще 2 года, пускай будет, а через 2 года мы уже подготовимся, подготовим нового человека. Но если это случится, конечно, мы будем участвовать. Поэтому осенью возможны и башканские выборы, и народное собрание.
Поэтому, естественно, что мы готовим. Уважаемые друзья, заканчивая свое выступление, занял немножко больше времени, но хотел чуть-чуть более широко все рассказать. Большое спасибо. Я знаю, что когда идут выборы, люди как-то более легко приходят на встречи, на собрания, потому что идут выборы и уже что-то нужно решать. Но очень тяжело, когда собрание делается не в период выборов, потому что все заняты. Я лично вчера звонил очень многим и скажу, что мне было очень приятно, что практически кому я звонил, ни один человек сказал, что мы вас не поддерживаем. Но многие люди говорят: Иван, мы вас поддерживаем, даже не думайте, 100%, чтобы как очень хорошие слова говорили. Занят, работа, то, вот придет время выборов, все. Поэтому вы нашли время и пришли. Сегодня полный зал, и я скажу, что и балкон полный. Спасибо вам. Это первое наше такое, скажу, что большое собрание. В июле будет у нас еще одно собрание. В июле у нас будут 26 июля. 26 июля у нас будет следующее собрание всего актива, не только актива, но вот приглашены уже и будущие кандидаты в депутаты, потому что, естественно, что черновую работу нужно проводить, она пройдет в Камрате в ДК, а съезд, я говорю, что мы выберем один из самых больших залов, это или Кирсово, или Кангас, или, не знаю, Чедронга, но определимся вместе с вами. А в июле мы соберемся еще раз для того, чтобы, все штрихи, все, что мы запланировали, для того, чтобы съезд действительно мог пройти на самом высоком уровне. На съезд мы попробуем пригласить наших друзей из России, из Турции, из других стран, для того, чтобы действительно, все видели, что Гагаузия объединяется. Поверьте, и об этом говорите все. И у нас в Гагаузии сегодня простой народ, все поддерживают. А наши политики, которые сегодня идут другой дорогой, мы их не будем ругать. Мы подождем сентябрь. И потом они и здесь себя не найдут, и вообще на улице останутся. Потому что мы подготовим новую молодежь. Спасибо. Спасибо, Николай Романович. Уважаемые друзья, мы переходим к обсуждению доклада. Прошу всех выступающих внести конкретные предложения к докладу. Слово предоставляется Кольцик Ивану Федоровичу, первому заместителю председателя Гагаузской народной партии. В конце проголосуем, поэтому прошу вас дождитесь. Zaman hayır olsun bağlı dostlar. Çok teşekkür ederim size hani hepsiniz bulduğunuz vakit da geldiniz buraya. Bugün bizde var bir misafir burada bizim Kormat yaşayanlar kendisi Bulgar. Gagavuz şahından burada. Bana hayatta sordu. Der siz bak Gagavuzları mı çağırırsınız sizin partiyanıza? Ben dedim yok. Bizim hepsi yaşayanlar bizim partiyada. Bizde yok Gagavuz, Bulgar, Moldovan, Ukrayna, bizde hepsi bir. Biz yaşarız bir yerde. Bu iş ben isterim geçeyim, kusura bakmayın isterim geçeyim Rus dilinden biraz. Уважаемые друзья, я сказал пару слов на гагаузском языке, так как сам являюсь гагаузом. Но это не говорит о том, что мы не признаем другие национальности. Я всегда говорил и говорю, что гагаузская автономия – это наш дом единый для гагаузов, болгар, молдаван, ромов и всех остальных наций. Это наша семья, это наш дом. Поэтому, что бы то ни было, мы должны понимать и знать, что единственное, кто может думать и беспокоиться о нашем доме, это мы сами. Никто никогда о нас думать не будет. Нам это показала 30-летняя практика. 30 лет мы доверялись всем. Всем молдавским партиям, так как нас не было кому представлять. Нас не было своей партии, нас представляли всегда кто-то. Представляли и всегда нас имели в виду. Использовали, представляли, уезжали на 4 года, через 4 года опять приезжали, опять обещали нам золотые горы, рассказывали нам разные небылицы, но факт остается фактом, то, что мы дошли до исчезновения нашей автономии. Спасибо, наверное, все-таки Господу Богу, как
видя наши страдания наших жителей, нашего народа автономии, в Республике Молдова изменились законы. И создать партию стало легче. То есть сегодня закон гласит, что даже 1000 человек можно создать партию. И мы долго к этому шли, собирались, рассуждали, дискутировали и приняли решение, что единственный наш путь, наше спасение – это Гагаузская народная партия, цель которой будет консолидировать весь народ Гагаузии, как это было в 90-е годы. Только в единстве мы сила. Это прекрасно мы знаем, но и это прекрасно знают все партии Республики Молдова. И цель у них одна была все 30 лет не дать объединению гагаузского народа. Они прекрасно помнят и знают, что допустив к единству Гагаузии, гагаузского народа, с ним потом надо будет считаться. С ним нужно будет говорить на равных. Поэтому делается все, чтобы этого не было. Ну, благодаря вам мы это смогли сделать. Я скажу, вот сейчас меня переполняет чувство гордости, да, вот, за себя, что я нахожусь, есть такая возможность у меня находиться среди вас, среди именно настоящих патриотов Гагаузии, которые вот, несмотря ни на что, на свои дела, на трудности, нашли время и пришли сюда, показав тем, что Гагаузия на первом месте. Я вам большое спасибо за это. Когда мы создавали Гагаузскую партию, мы знали, что будет нелегко. Мы знали, что впереди будут большие трудности, так как 30 лет молдавские республиканские партии закоренились на территории, на земле автономии. И показать то, что Гагаузия имеет свое мнение, будет трудно. Мы к этому были готовы, но самое страшное, как вот отметил наш председатель партии, мы получили удар в спину от своих же жителей. И людей, для которых личный интерес на первом месте. Ни о какой Гагаузии речь не идет. Сегодня первый, кто стал нас обливать и нашу Гагаузскую партию, это именно представители нашей автономии. Это самое было больно признать, что вот, откуда не ожидаешь, оттуда и получили удар. Но что меня радует, вот, хотя вот мы молодые, да, нам 3 месяца всего, скажу, что о нас заговорила Гагаузия, о нас заговорила Республика Молдова, о нас знают за пределами нашей страны. Это результат большой работы и очень важно вашей поддержки. Мы часто встречаемся с представителями других партий, других сторонников других партий, которые задают такие, я сказал, что недостойные вопросы, но задают. Да кто вы, кто у вас есть, кто за вами? И когда говорю, что за нами самая главная сила – это наш гагаузский народ. Это очень важно, что сильнее гагаузского народа нет никого. Почему? Потому что здесь эти люди самые настоящие. Без никаких личных интересов, без никаких амбиций. Это люди, для которых Гагаузия на первом месте. И имея такую силу в партии, мы даже так как бы окрыляемся, как бы сказать, что ли. И, несмотря на все эти наши трудности,
мы уверенно идем вперед, потому что мы знаем, что такой силы нет ни у кого в Гагаузии. Это очень важно. Ни у одной партии. Даже те сторонники, которые сегодня стараются и поддерживают гагаузские партии, молдавские партии, даже они уже сегодня понимают, потому что мы читаем уже в комментариях, что они уже осознают то, что мы делаем все правильно, мы идем правильной дорогой, у нас правильная программа, у нас правильные поставленные задачи. Это очень важно. А задача у нас консолидация наших жителей гагаузского народа, перспективы нашей молодежь подтянуть в партию и продвинуть их во власть автономии. Это очень важно. И чтобы во власти автономии именно были представители гагаузской партии и народа, чтобы там был мир и согласие, чтобы мы решали проблемы насущные, которые важны для нас, а не чтобы нам диктовали какие-то боссы Республики Молдова. Поэтому вам большое спасибо, но я что хочу вас отметить, ваше внимание, самое главное, я прошу, вот этот момент, у нас есть 3 варианта, да, вот почему мы хотим сегодня проводить такую консультативную встречу с вами. И мы решали, что мы, Гагаузия, не должна не ходить ни в какие блоки. Мы должны представлять свою Гагаузию мы сами. И мы должны обязательно пойти на выборы. Почему? Потому что сегодня нас очень сильно, Гагаузская партия очень сильно стала поперек, испортила все программы остальных партий, что вы не должны идти на выборы. Мы должны идти на выборы. Мы должны показать, что мы есть. Мы должны представить гагаузскую автономию. Даже если, на все воля Божья, даже если мы все равно пройдем экзамен. Мы покажем всей стране, что Гагаузия в первый раз за 30 лет пошла на парламентские выборы самостоятельно. Это очень важно. Большое вам спасибо. Спасибо, Иван Петрович. Уважаемые друзья, разрешите мне пригласить на сцену Грек Надежду и Грек Михаила. У них сегодня юбилей 50 лет совместной жизни. От лица всей нашей партии мы хотим их поздравить. Пожалуйста, Миша. Будьте счастливы еще 50 лет. Слово предоставляется Генералу Николаю Георгиевичу. Прошу выступать соблюдать регламент. Заман Хаер Алсон Сайгалы Алкадашлы. Всем добрый день. Вот гордо тем, что вы учредители нашей Гагаузской народной партии, руководители первичных организаций нашей родной Гагаузии. И именно здесь и сейчас, в Гагаузии, в столице Гагаузии, в Камрате, в самом таком именитом лицее собрались вы. Такого еще никогда, в принципе, даже и не было в нашей Гагаузии, потому что вы представляете нашу родную Гагаузскую народную партию. Этим в самом деле мы должны гордиться. У нас в самом деле в каждом, в лице каждого из вас есть историческая миссия в том, что у нас есть реальная возможность кардинально поменять ситуацию как в Гагаузии, так и в нашей Молдове. Именно вы являетесь гарантом благополучия людей, гарантом процветания нашей родной Гагаузии. И этим мы должны гордиться. Друзья мои, здесь очень много было сказано очень искренне, очень патриотично, очень ответственно.
руководителем нашей партии, настоящим патриотом Николаем Харламповичем. И сложно что-то, я не хочу повторяться, но тем не менее, вы в самом деле сейчас Гагаузия бурлит. Вы видите, как никогда нас противопоставляют друг с другом. Вот этот антагонизм, политический антагонизм, который сейчас есть у нас в Гагаузии, в принципе, много разных мы уже видели, но как сейчас, вот это противостояние, такого еще не было. И каждый рвет рубаху, каждый тянет одеяло, и в конце, в итоге, мы остаемся за бортом. Нами пользовались, мы всегда доверяли. Трудолюбивый, патриотичный, гордый, доверчивый народ Гагаузии, мы всегда оставались как-то за бортом. Это те реалии, которые есть. У нас сейчас в самом деле есть такая возможность, чтобы все это кардинально поменять. И все это зависит, как было сказано нашим председателем Николаем Харламповичем, все это зависит от каждого из нас. Вот эти громкие слова, когда мы едины, мы непобедимы, оно в самом деле так. Мы должны объединиться, мы должны верить в себя, мы должны понимать, что мы ничего не упустим. То, что наше родное, исторически, гагаузов, мы никому не отдадим. Мы должны защищать наши права, иначе наш народ, гагаузы, иначе у нас уже начались эти проблемы, в дальнейшем их еще будет больше. Я даже скажу в том, что есть политики здесь, да, которые там верят, не верят, которые не то что пытаются, а которые хотят нас как-то ослабить, видят. Почему? Потому что видят наше продвижение, видят в лице Гагаузской народной партии, в вашем лице победы, видят в том, что есть гарантированное будущее. И вот они по-разному все это как-то ущемляют. Я скажу один разговор, который буквально был неделю назад с известным политиком, руководителем здесь в Гагаузии, я не хочу пока называть имя. И он мне говорит: Николай Георгиевич, Николай, ну вот ты понимаешь, я все понимаю, вы так бурно, очень профессионально все это начали и добиваетесь успехов и так далее. Ну давайте вот посчитаем, да, там нас там 200 тысяч, выходят там 70%, там 60%, ну будут там 70 тысяч и так далее. Ну понимаете, сложно пройти в парламент. Я ему говорю: сложно, мы понимаем, везде все сложно, но мы имеем реальную возможность пойти в парламент и отстоять наши интересы. Я ему сказал, что вот не беседуя с жителями Гагаузии, даже из других регионов и вне Молдовы, звонят и говорят: вот я не гагауз, я другой национальности, но можно мы будем тоже поддерживать в уставе указано? Я говорю: ну конечно можно, и спасибо большое. Но я спрашиваю: а почему вы хотите нас поддержать? Они говорят: потому что именно в ваших действиях, в этих начинаниях, которые вы делаете, оно все идет во благо людей, это все патриотично, это все социально, вы защищаете людей, народ, значит вы способны на большее. И мы уверены, что именно защищая гагаузов и людей, которые проживают здесь, на гагаузской земле, вы защитите и всех нас. И этим мы гордимся. И нас будет в списках, и нас будет не то что в списках, а нас будет в победах не 70 тысяч, а будет 170 тысяч. Потому что в нас верят, потому что есть вы, потому что победы будут за нами, потому что мы, гагаузы, мы этим должны гордиться. И будет только вперед, и только будет победоносно. Поэтому в итоге, дорогие мои, давайте не упустим вот этот шанс. Давайте мы проведем ту работу, которую ставит нам руководство партии в лице председателя, в лице политбюро, в вашем лице, вы председатели первичных организаций. Давайте мы в самом деле засучим рукава, давайте мы попашем, поработаем, и обязательно победы будут за нами, потому что есть вы. Потому что есть наша родная гагаузская народная партия. Спасибо вам, не падать духом, так держать и только вперед. И победы обязательно будут. Спасибо.
Спасибо, Николай Георгиевич. Слово представляет Сергей Иванов, заместитель председателя нашей партии, он и лидер молодежной организации. Добрый день, уважаемый председатель. Добрый день, уважаемые члены президиума. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад сегодня вас здесь всех приветствовать. Давайте я так скажу по-другому, чуть-чуть переживаю. Давайте скажу от лица молодежи. Мы, молодежь, живем, как бы сказать, в очень сложное время. Если раньше была работа у всех, все работали при Советском Союзе, в постсоветском пространстве тоже люди работали, зарабатывали. Сейчас молодежь, которая взрослеет в Молдове, им некуда деться. По статистике на сегодняшний день за год, в прошлом году было 900 тысяч людей, которые работали и могли голосовать. В этом году уже 800 тысяч людей в Молдове. То есть вы это уже считайте на 12% меньше работают люди, чем в прошлом году. Это с чем связано? Связано с тем, что люди уезжают, людям нечего делать. Мои друзья, мало их осталось, они все на заработках. Я так получилось, что в спорте и учусь, и есть возможность тренироваться и работать. Но люди, которые не смогли вот отучиться или заканчивают 9 классов, у них нет возможности дальше пойти учиться. И мы, наша партия, я надеюсь, что в дальнейшем мы будем стоять на защите права и суверенитета гагаузского народа. За то, что люди просто могли жить, а не существовать. Ну, кто не знает, Ваня, это Иван Никизды, мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира по вольной борьбе. Очень надеемся, что он будет на следующих Олимпийских играх. Спасибо, Ваня. Слово предоставляется Муткову Ивану Ивановичу, начальнику штаба нашей партии. Рад приветствовать вас всех, уважаемые друзья. У меня не просто выступление, у меня стоит задача показать коротко часть нашей программы предвыборной, то, над чем мы совместно работали вместе с вами весь этот период. Вот. Программа, эта предвыборная программа, она отличается от той основной программы, которая была принята на учредительном съезде, тем, что это конкретный план действий на следующие 4 года после парламентских выборов. То есть то, что мы берем на себя как обязательство выполнять перед народом. Вот. Это плод коллективного труда наших партийцев, наших сторонников. И она выбрала все то, что мы услышали от вас в ходе многочисленных собраний и встреч. И ни одно предложение не осталось без внимания, и мы постарались как можно компактнее и ясно все изложить в нашей программе. Основные идеи нашей программы, разделы, так называемые разделы, заключаются в следующем. Национальная идея. Как преамбула, понятное дело, и раскрываем нашу национальную идею. Главное, люди не хотят сложностей, они хотят простого объяснения всего, что происходит. И люди хотят, чтобы эти объяснения не вступали в схватку с их представлениями о том, что происходит в действительности и в мире. Следующий тезис – это сильный народ, сильная автономия. Во главе нашей программы стоит человек. Все делается ради человека, ради всех, кто живет в автономии. Мы говорим в программе о сохранении гагаузской идентичности. Я чисто номинально, потому что все очень широко раскрыто, просто номинально называю. Мы говорим о сохранении гагаузской идентичности, языка, культуры. И говорим о том, что сама программа предвыборная создана по инициативе снизу, а не под влиянием тех, кто у руля партии. Наша миссия – укрепить Гагаузию. Мы партия народа,
для народа, и не просто территория, а укоренение чувства ответственности. Основные моменты дальше в программе – это возврат полномочий, опять же тезисно, представительство автономии в парламенте, отмена всех ранее принятых решений Центральными властями Республики Молдова, нарушающих права региона, образование на родном языке, реформа Народного собрания и прозрачный бюджет, отчетность депутатов перед своими избирателями, что очень редко сегодня происходит. Один из главных больших разделов программы – это укрепление автономии и власти народа. Частично я уже сказал, говорим о референдуме, чтобы чаще советоваться с народом. Говорим о самостоятельности распоряжения нашими налогами, о праве вето на законы Молдовы, касающиеся Гагаузии, которые мы не приемлем, о расширении полномочий Гагаузии, о реформе Народного собрания чуть более конкретно, хотя там много расписано. Мы говорим о желании введения профессионального парламента, то есть работе парламента нашего местного Народного собрания, о работе на постоянной основе. Особое внимание в борьбе с коррупцией. Хотим искоренить системное воровство бюджетных средств. Создать антикоррупционный комитет Гагаузии. Введение пожизненного запрета на государственную службу для тех, кто был осужден за такие коррупционные дела, будучи на государственной службе. Публиковать контракты, которые заключают государственные органы на суммы, которые превышают суммы свыше 100 лев. И показывать прозрачно, как эти контракты исполняются. Введение системы электронных закупок. Публичная отчетность о расходах бюджетных средств. Как только Гагаузская народная партия придет к власти, она проведет аудит всех госконтрактов, которые были заключены и над которыми работала в течение 5 лет. Будет тестирование чиновников на профпригодность. Будет искоренено, уже частично упомянул председатель партии при выступлении, клановость, кумовство и протекционизм во всех ветвях власти. Руководители, которые были в этом замешаны, в этих коррупционных схемах, не будут допущены к работе в дальнейшем в этих органах. Большой блок, потому что на многих собраниях об этом больше всего на это акцентировалось внимание, это экономика, блок экономический. Он называется «Экономический рост и самостоятельность». Мы говорим об аграрной реформе, мы хотим, чтобы наша аграрная отрасль работала без посредников и чтобы была налажена переработка производимой продукции здесь на месте у нас в регионе. Провести полную модернизацию всех 3 существующих элеваторов в Камрате, в Чадрлунге, в Вулканештах. Ввести свой бренд. Название бренда остается открытым. Свой бренд. Он может называться и свое, значит, лучше, сделано в Гагаузии, ну и так далее. Субсидии давать фермерам, работающим более 5 лет, в объеме приблизительно 50%. Это обсуждаемо. Введение системы госзаказов на сельскохозяйственную продукцию. Поддержка семейных хозяйств. Установка, дача микрокредитов для того, чтобы могли люди начинать бизнес, но под низкий процент, может быть даже нулевой. Привлечение инвестиций из международных фондов. Создание кооперативов и гарантированное техническое обеспечение и сбыт производимой продукции.
Насчет кооперации, кооперативного вот этого возрождения, этого движения, мы очень так бурно дискутировали, будучи на собрании в селе Джалтар. Там были конкретные предложения по этому поводу. И они включены в программу. Также развитие других ремесленных кооперативов, старт пчеловодческих кооперативов, восстановление мелиорации, что практически у нас потеряно и не производится, поддержка теплиц, сыроварен, винотек. Опять же, все номинально говорю в ускоренном варианте. Упрощение доступа к рынкам готовой продукции, создание курсов агротехнических, зоотехнических по переработке для фермеров, которые имеют опыт и начинающих. Повысить благосостояние семей, вовлеченных в производство. Работать усиленно по обеспечению экспорта продукции. Насытить собственный рынок своей местной продукции. Мы прекрасно понимаем, что ее на рынке очень мало. Вернуть в села экономический стимул и мотивацию, уверенность в завтрашнем дне. Энергетика. Энергетическая независимость. Уйти от навязанной зависимости от молдавских тарифов. Для этого вводить программу и осуществить солнечное гагаузия. Это установка солнечных панелей на всех госучреждениях до 2027 года. Диверсификация поставок газа, субсидирование строительства малых солнечных и ветряных электростанций, производство возобновляемых источников энергии, инновации, сотрудничество, возрождение того, что есть, создать индустриальный парк в Камрате, развитие бизнес-инкубатора в городе Чедрлунга, привлечение инвестиций из России, Турции, различные фонды, сотрудничество с фондами, научно-технологическими центрами и так далее. Социальные гарантии. Очень обширный блок. Опять же, коротко. Самое главное, что, как уже говорилось, кроме поддержки, создания всевозможных фондов и сбор средств, волонтерское движение, мы говорим о том, что будет осуществлена полная амнистия нуждающихся граждан, подозреваемых сегодня властями в незаконном получении материальной помощи в 2024-2025 годах, инициированы нынешним исполкомом и Народным собранием. Это будет сделано. Медицина. Бороться с любыми целями, которые ставят получать выгоду на здоровье жителей Гагаузии. Извлекать только пользу для себя. Много целевых программ, это и привлечение специалистов, и студентов, поощрение студентов-медиков, жилье и так далее. Не буду подробно останавливаться, об этом мы говорим. Образование, культура, тоже об этом говорим, и образование на родном языке, не только гагаузском, вот, и для болгар, и других национальностей. Создание Гагаузской школы искусств, которые бы комплексно обучались не только музыке, но и живописи, театру, хореографии и так далее. Свои типография, своя киностудия по типу Гагаузфильм. Молодежь и спорт, самое главное, коротко, стипендии, проекты, стажировки и обеспечение работы молодежи. Внешняя политика. То, что нас беспокоит, и очень сильно. Мы за то, чтобы был нейтралитет и безопасность нашей страны. Мы будем требовать от Кишинева законодательно закрепить размещение иностранных военных баз, мир и нейтралитет без вражды с Россией, Украиной, европейскими странами и другими странами мира.
прекращение войны путем мирных переговоров. Мы за приграничное сотрудничество со всеми окружающими нас странами. Мы поддерживаем диаспору. Есть много всевозможных, предусмотрено всевозможных программ и действий по поводу этого. Очень коротко. Контроль и исполнение будет осуществлен за этой программой специальными уполномоченными на это органами. И хочу еще раз сказать, что работа над программой продолжается. До ее окончания и утверждения она открыта для предложений, которые будут затрагивать острые проблемы, и которые необходимо будет решать Гагаузской народной партии в предстоящие 4 года после выборов. Реализация нашей с вами предвыборной программы будет стартом построения такой автономии, такой республики, о которой мы с вами все мечтаем. Наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. Слово предоставляется Горошиной Людмиле Павловне, председателю Челябинской первичной организации. Добрый день, уважаемые друзья. Мы с вами живем в очень сложное, но в то же время интересное время. Но, во-первых, оно сложное только лишь потому, что мы живем во время войн, слез, крови, смерти, глобального передела в масштабном смысле этого слова всего мира. И вот в это столь сложное время создается наша Гагаузская народная партия. Я считаю, что это очень смело, патриотично, правдиво и просто необходимо. Если коснуться выступления председателя нашей партии Николая Харламовича, в котором было высказано мнение о том, что есть 3 пути при выборе во время выборной кампании, то наша партийная гагаузская организация Чедалунги целиком и полностью разделяет ваше мнение, Николай Харламович, по поводу того, чтобы среди кандидатов в депутаты парламента были молодые, образованные люди, которые смогут достойно представить нашу гагаузскую партию в парламенте Республики Молдова, и которые смогут достойно занять руководящие посты и внести новую струю в жизнь гагаузского народа. Вы знаете, здесь много было сказано, я не буду столь многословно. Единственное, о чем я хочу попросить, чтобы вы знали, действительно, сила всегда в единстве народа. Когда мы едины, мы непобедимы. В добрый путь! Спасибо, Людмила Павловна. Слово предоставляется Парсенскому Госуну Данилу, председателю Кишиневской первичной организации. Добрый день. Хочу начать со слов благодарности вам за то, что пришли, уделили свое время. И я небольшой политик, я обычный человек, граждан Молдовы. У меня работа, жена, дочка, И если вы спросите мое мнение, я считаю, что невозможно развивать автономию, да, когда там нету своих представителей, которые будут защищать культурную идентичность Гагаузии, которые будут обеспечивать будущее нашим детям. И, конечно же, которые будут показывать, что все-таки политическая сила Гагаузии, она есть. И именно люди, которые будут защищать народ и представлять его так. И я буду краток, расскажу просто о своей истории, да, что вот даже когда я хожу на выборы, всегда есть определенная граница, да, между политическими людьми, между партиями, между обычными людьми. И мне лично, как гражданину Молдовы, да, гражданам Молдовы хочется просто, чтобы вот эта граница, она чуть-чуть стерлась, чтобы все-таки был именно определенный фидбэк, чтобы люди больше разговаривали, чтобы политики не просто обещали, да, а именно делали, чтобы люди шли на собрания и так далее не просто как к политической организации, а именно как домой. И они были уверены, что они смогут высказаться, и их не выгонят, их выслушают. А дальше уже постараются помочь. Спасибо.
Спасибо. Слово представляется Стукан Борису Андреевичу, представителю Кишиневской первичной организации. Здравствуйте всем. Я хотел обратиться к многонациональному народу Республики Молдова, имею в виду Гагаузской автономии. И хочу сказать одно, что передайте всем людям, которые проживают независимо, где бы ни было, чтобы они голосовали за эту партию. А также, в чем вся причина? Дело в том, что нам гастарбайтеров не нужны в Гагаузии. В Гагаузии люди сами здесь решают вопросы. А гастарбайтеры те, они нам не нужны. Еще раз хочу сказать, они будут стараться плохо делать. Об этом, как мне в многих кругах, в которых я бывал, я знаю, как это все делается. Мы в Гагаузии, мы народ, простой народ, не из тех. Потому что мы сами должны решать все вопросы здесь. Кто проживает здесь, тот должен быть депутатом, и который будет защищать в парламенте именно, я имею в виду, многонационального народа Гагаузии. Я вас прошу еще одно. Я ко всем обращаюсь. Вас могут по-всякому подойти к вам. Они ищут нас всем вариантам. Извините, пожалуйста. Я в многих кругах, поскольку я сказал, что бывали, говорят, вы гагаузы, вы изменники. Вы знаете что? Я объяснил, дорогой мой, мы еще не изменили. Но мы, гагаузы, должны показать, что мы не изменники, те, которые нас считают. Мы должны считать себя, что мы все-таки люди, те, которые нужны. Бог создал народы Гагаузии многонациональным в этом нашем кругу, имею в виду в Гагаузии, автономии. Значит, видел Бог, для чего создал этот народы. Я хочу, чтобы всем передали, чтобы именно голосовали за эту партию Гагаузии. Спасибо. Это мнение нашей Кишиневской организации. Спасибо. Слово предоставляется Касап Сергею, представителю Приднестровского региона. Председатель первичной организации нашей партии. Забах Хайролс, Селям Гагаузия. Добрый день. Я являюсь заместителем первичной организации Приднестровского региона. Очень приятно, что пригласили нас, мы очень рады. И мы верим и надеемся, что все цели и задачи, поставленные нашей Гагаузской народной партией, верим и полностью поддерживаем все цели и задачи, поставленные. Я обращаюсь ко всем жителям Гагаузии. Это, конечно же, не только гагаузы и многонациональный сам народ Гагаузии. Пришло действительно время, что надо объединяться, потому что дальше уже хуже не должно быть, я думаю. Надо все восстанавливать, возрождать, где-то восстанавливать все. Очень поддерживаю, что партия ставит акцент больше на молодежь. Это действительно в перспективе все. Потому что все, что после нас останется, это только молодежь. Она будет продолжать и развивать наше сегодняшнее дело. Да, партия молодая, но я думаю, что она многое преуспеет за короткий срок. Желаем всем удачи, всем нам. Спасибо. Спасибо. Слово представляет Степанову Николаю, председателю молодежной организации. Николай является у нас руководителем одной из первичных организаций Кангаз, там у нас две, но и дополнительно руководителем молодежной организации. Спасибо. Добрый день, уважаемые жители Гагаузии, жители Республики Молдова, которые приехали со многих районов, с Кишинева, с Приднестровья и со всей Гагаузии. Я являюсь преподавателем, преподаю 6 лет, сталкиваюсь я очень часто с молодежью, так как преподаю я контингенту, которому от 15 до 20 лет. И очень много знаю проблем молодежи. Мое выступление будет в 3 форматах.
Первое из них экономическое. Все мы знаем, что наша автономия зарабатывает доходной частью 3,5 миллиарда леев. Нам возвращают 1,5 миллиарда. То есть 2 миллиарда теряются в пути с Кишинева в Гагаузию. И где эти деньги? Если бы были эти деньги у нас, в нашей Гагаузии, мы бы создали очень много рабочих мест, уделили бы внимание молодежи, создали бы очень много структур, где они бы себя продвигали, где они бы смогли свой досуг где-то реализовать. Поэтому в данном случае нас ущемляют в этом с финансовой стороны. Дальше юридическая часть. Так как я являюсь магистром юриспруденции, в данном случае молодежь вообще практически не заинтересована в политической деятельности в целом региона и Республики Молдова. Все мы видим, что на выборах молодежь выходит только 5, 7, 10%. Они не заинтересованы, а нам надо и нужно и необходимо их заинтересовать любыми видами, любыми способами, как бы это ни было. Наша партия будет это делать, осуществлять это любыми различными способами, как бы это ни было. И будет поощрять молодежь, что она верит нам, доверяет нам и будет идти вместе с нами, даже впереди нас. Мы будем ее обучать всему, чтобы они были истинными патриотами. Почему? Почему? Потому что сегодня цифровые технологии пошли очень вперед, и сегодня наш выбор могут отобрать. Вот наш голос сегодня могут отобрать компьютерная система, как это делается в диаспоре. Мы критикуем диаспору, но иногда диаспора сама даже не выходит на выборы и не знает, что она проголосовала. Это правильно, да. То есть дело даже не в диаспоре, а в цифровых технологиях, которые за нас голосуют. Поэтому и молодежи необходимо выходить тоже на выборы. 30-40% молодежи, и наши голоса все пропадают. Это очень плачевно. И педагогическая часть. Так как я являюсь педагогом-преподавателем в течение 6 лет, преподавал я разного рода дисциплины, экономические, гражданские дисциплины. Скажу то, что в школах во всех различных уровнях образования, начиная с детского сада, позавчера предложили, чтобы русский язык убрать, только чтобы остался гагаузский и румынский. То есть на русском языке нам запретят говорить. В детском садике, если нянечка увидит, что ребенок говорит на русском языке, наверное, накажет, на угол поставит, да? Мы разве этого хотим? Дальше. В школах закончили 9 классов, ребята идут учиться, обучаются и говорят, мы пришли учиться, чтобы нас не забрали в армию. Я предлагаю, чтобы вообще отменить вот эту вот службу, только по контракту, кто желает. Хоть человек желающий, пусть идет и служит. Деятель искусства, может, ему не дано физически просто отслужить. То есть он не хочет, но заставлять человека, чтобы он насильно шел на службу, а мы знаем, какая у нас военная служба. Поэтому она никоим образом на личность особо не влияет. И я предлагаю ее даже отменить, эту службу. Почему? Потому что дети, которые заканчивают училище, колледжи, они вынуждены уехать из страны, дабы их не преследовала, то есть воинская часть. И мы теряем молодежь этим способом. Мы теряем эту молодежь, что он скажет, да, чтобы мне отслужить там год, лишь бы потерять год, я поеду, заработаю себе на БМВ. Или на что-то другое.
Поэтому теряется интерес молодежи к нашей стране, они видят там другую жизнь. Хорошо, пускай идут и живут, то есть, но когда они сами этого захотят. Мы не сможем продвигать интересы нашей автономии, когда у нас нету этой молодежи, которая отучилась, обучилась. Мы на нее потратили огромные средства, огромные преподаватели тратили на них время, то есть свои знания им предоставляли. И мы вдруг в один миг потеряли эту молодежь. Из-за того, что их втягивают в воинскую службу. Я к этому скептически отношусь. Я сам не служил, и со мной ничего не случилось. 27 лет пошел и взял воинский билет. Все. Но я закончил, я имею 3 высших образования. Этим я горжусь. Я работаю, я преподаю. И не только преподаю, я являюсь администратором базы данных этого электронного журнала всего. Я являюсь психологом с прошлого года. Поэтому стремлюсь к знаниям. В госуниверситете я сейчас прохожу переквалификацию на учителя информатики, получаю 4-е образование. Я хочу, чтобы молодежь также жила и продвигала себя здесь, не уходила, не уезжала, не покидала родную страну, родной край, и она развивала нашу автономию. Мы же ведь все хотим, чтобы наши дети были дома и нас радовали своими успехами и своими талантами. У нас очень талантливая молодежь. Мы писали с детьми сотни бизнес-планов. Сотни бизнес-планов. Они так ярко горят желанием открыть какой-то бизнес, но он пропадает после обучения. Они пишут на последнем курсе эти бизнес-планы. Ну и желание пропадает. Почему? Потому что они сталкиваются с бюрократией, они сталкиваются с коррупцией, они сталкиваются с финансовой частью. У них есть немножечко денег своих, а когда идут брать кредиты, у нас кредит 12, 14, 15, 17%. Буквально на днях подняли на 2% прайм-касса. На 2% подняли. Как быть? Как быть молодежи, как доверять молодежи в нашей стране? Казалось бы, они говорят, берите дома, ипотеку на 15, 20, 30 лет. И с каждым годом растет процентная ставка. А зарплата растет? Нету. Поэтому надо продвигать интересы, чтобы молодежи было больше места работать. Учить, обучать их различным не экономистам, не юристам, не такие профессии. У нас очень много специалистов в этих областях. Нам не хватает технарей, технические специальности. Только в Кишиневе один университет. И он выпускает очень малое количество выпускников. Нам регион, который является аграрным, нужны ветеринары, нужны агрономы, нужны различные специалисты. Почему? Потому что надо создать свои предприятия. Не ждать, чтобы нам кто-то произведет какую-то продукцию. У нас есть хорошие золотые руки, свои. Мы люди, которые трудолюбивые. Мы можем сами себя прокормить. Мы можем сами себе произвести какую-то продукцию, а не ждать ее из других стран. Непонятно, арбузы из Тайваня, помидоры непонятно откуда, непонятного происхождения. Поэтому мы народ трудолюбивый и должны все сами здесь производить. Также ее и экспортировать, импортировать, то есть в другие страны. Поэтому мы будем заниматься этими видами, то есть этими вопросами очень глубоко и внедрять их в жизнь. Да. Еще что хочется сказать. Нашей партии, Народной партии, желаю успехов во всех ее начинаниях.
Спасибо вам и огромная благодарность, что нашли меня коим образом. Я давно хотел себя реализовать в данной сфере, в политической жизни страны, так как очень много вопросов, и необходимо на них не только дискутировать на эти вопросы, но и что-то решать. Эти вопросы необходимо решать. Для этого у нас есть очень много специалистов, очень много талантливых и образованных людей, которые решат сами за себя, то есть Гагаузской народной партии. То есть не только с Кишинева, с центра, мы тоже образованные люди. У нас есть свой университет, у нас есть очень много специалистов. И Республика Молдова очень образованная страна. 700 человек на 1000 являются образованными людьми. Вы себе представляете? 700 на 1000. Даже в Америке трудно получить колледжское образование. Почему? Потому что надо иметь 20-30 тысяч долларов. Хотя бы. И там берут кредиты, чтобы обучиться. Мы бесплатно учим, но не хотят учиться. А мы должны их заставить отобрать эти телефоны. Этот ТикТок делает нас ленивыми. Да? Поэтому надо взять себя в руки и делать, творить что-то своими руками. Еще одна часть, я не знаю, говорить это или не говорить, отменили выпускной балл. Очень плохо. Политизировали эту Гагаузленд от всех, не знаю, со всех сторон. То, что оно в Кангазе, то, что оно не в Камрате, то, что оно там не введено в эксплуатацию. Я не знаю, что это здание заминировано, что ли. Она не введена в эксплуатацию. Почему? Потому что там какие-то угрозы. Я не вижу там никаких угроз. И мы лишили молодежь, которая закончила 12 классов, закончила колледжи, лишили огромного праздника. И это очень плачевно. И Гагаузская народная партия будет всегда на стороне молодежи, чтобы молодежь себя чувствовала комфортно и не пострадала ни от каких политических движений. Спасибо. Всем нам удачи. Добрый путь. Уважаемые руководители первичных организаций, Николай сказал, что мы его нашли. Но я прошу вас, чтобы вы нашли ваших населенных пунктов, одаренных ребят, которые хотят заниматься политикой, которые хотят достойно представлять Гагаузию. Поэтому мы ждем ваших предложений. Потому что Гагаузская народная партия именно занимается сейчас тем, что набирает большую группу молодежи для того, чтобы подготовить новый политический класс нашей автономии. Спасибо, Николай. Слово предоставляете, вот видите, выступил только руководитель молодежной организации, а теперь предоставляю слово старшим нашим товарищам. Да? Неудобно говорить, господа. Николай Петрович Тельпис, человек, который был в истоках образования Гагаузской республики, Гагаузской автономии и всегда рядом. Генеральный секретарь Гагаузской народной партии. Заман хайырлы olsun. Бала достар, çok sağ olun, sani buldunuz vakit. Geldiniz bizim bu büyük güzel toplantımıza. İşittiniz, neler düşünülüyor, nasıl azaltmayı doğru. Дорогие друзья, меня очень беспокоит и волнует, что происходит в настоящее время в Гагаузии и вокруг нее. Я, как основатель Гагаузской республики, а потом и Гагаузской автономии, в Гагаузской республике я был первым заместителем председателя Верховного Совета Гагаузской республики. Дальше я был заместителем председателя парламентской комиссии по разработке проекта закона об особом правовом статусе Гагаузии. Я аналитически подхожу. Закон был принят. Нас мир признал, что мы тоже народ, равный среди народов мира. Но со временем мы забыли о нашем единстве, о нашей сплоченности, передоверились молдавским партиям,
а их сегодня очень много, где-то 85, наконец-то и мы осознали за 30 лет, что хватит, чтобы над нами издевались. Ведь, по сути дела, Гагаузская автономия была создана для чего? Для того, чтобы гагаузский народ стал полноправным хозяином своей судьбы. Он стал равным среди народов мира. Он строил свое достойное будущее. Как сегодня было много сказано, именно подготовить молодое поколение и двигать вперед. Закон принят. Постановление о введении в действие этого закона по сегодняшний день не выполнено. Ведь в законе четко прописана статья 25, что Республика Молдова является гарантом полного безусловного выполнения данного закона. Но Молдова не обеспечивает. Мы сами виноваты, что мы до сих пор не добились, чтобы мы были пропорционально интегрированы во все ветви власти Республики Молдова. Если мы 5% составная часть Молдовы, мы должны иметь 5 мандатов в парламенте, чтобы именно наш народ избирал. Далее, во всех ветвях и в правительстве 5%, во всех министерствах, ведомствах, в силовых структурах, в судебной инстанции, в том числе и Конституционном суде, должен быть наш представитель. Мы этого не добились. И это потому, что мы потеряли, еще раз повторяю, наше единство, нашу сплоченность. Вот настало время, спасибо Николаю Харламовичу, что он стал инициатором. Мы стали рядом с ним, а я с ним уже более 20 лет рядом, что пора уже создать свою партию. Пора уже людям открывать глаза, что мы являемся хозяевами своей судьбы. Мы, создавая свою партию, реализуем пункт 12 статьи Закона об особом правовом статусе, что Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней Республики Молдова, политики Республики Молдова. Пожалуйста, это наш сегодня исторический шанс, поэтому спасибо вам, что вы это осознали, вы приняли для себя решение, вы встали в ряд с нами. Я верю, что со времени, как это было в 80-е и 90-е годы, когда мы по селам ездили, собирали большие сходы граждан, людям объясняли, ради чего, во имя чего мы будем добиваться, чтобы мы имели свой статус, свою государственность. И вот сегодня тоже настало время, что мы помогли нашему народу правильно сориентироваться, а это начнется сейчас с первых выборов в парламент Республики Молдова. Я прошу вас всех, чтобы вы все своими близкими, друзьями, родственниками, односельчанами говорили, что есть возможность исправить положение дел. Мы должны сегодня использовать свое право и попасть в парламент Республики Молдова. Как уже было сказано Николаем Харламовичем, имея фракцию в парламенте, используя трибуну, можно говорить о наших правах и полномочиях. Можно и нужно будет их отстаивать. Поэтому потом еще осенью будут выборы Народное собрание. Я вас прошу. Я в Народном собрании до недавнего времени. Я уже 37 лет этим вопросом занимаюсь. Мне больно и обидно, что попадает в Народное собрание, а потом и в исполком Гагаузии случайные люди, которые не имеют никакого отношения, не имеют подготовленности. Там должны быть государственники, там должны быть преданные или там должны быть настоящие патриоты, которые должны и обязаны верно служить своему народу. Я вас прошу, поэтому сейчас предстоящие выборы, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы мы привели в эти структуры достойных людей. Я верю, и будем добиваться этого. Далее, сегодня было много сказано. Я еще с первого созыва добивался в Народном собрании, чтобы мы наконец-то приняли программу подготовки национальных кадров, их закрепление здесь, создание приемлемых условий, чтобы ребята не уезжали талантливые наши, обслуживать другие государства, чтобы они здесь, в своем родном доме, жили, работали и развивали свой родной край. Но мы сами виноваты, что уже вот 7-й созыв действует. До сих пор этой программы нету. Эта программа очень нужна, и я верю, что наша партия добьется, чтобы эта программа была принята, чтобы наше молодое поколение было подготовлено, чтобы мы их закрепили здесь, чтобы они управляли нашими делами. Я верю в наше будущее. Спасибо.
исторический момент. Лишнего не должно быть здесь. Уважаемые друзья, как Николай Петрович вначале, в принципе, озвучил, что у нас на повестке один вопрос. У нас есть Гагаузская народная партия, и мы, представители Гагаузской народной партии, потому что тут есть представители всех 34 первичных организаций, куда входят более уже 3400 человек, должны принимать судьбоносное решение. И этот день останется в памяти не только присутствующих, а всего гагаузского народа. Мы должны сегодня принять, я скажу, что очень важное решение. Партия очень молодая. Мы еще не смогли объединить всю нашу нацию, всех гагаузов. И, конечно, это большой риск, идя сегодня на выборы. Но, с другой стороны, когда-то нужно начинать это делать. Поэтому я сегодня, подниму 3 вопроса, и мы должны проголосовать. Первое, это все-таки мы принимаем решение, получив полную поддержку всех наших организаций, обратившись еще раз ко всей нации, и идем на выборы. Идем на выборы, обращаемся к всем нашим землякам, которые живут в других районах, гагаузам, смешанным семьям, которые могли бы нас поддержать. Скажу, как бы и болгары, и русскоговорящие, очень многие люди тоже готовы нас поддержать. Что все понимают, что если Гагаузская партия будет в парламенте, то естественно, что Молдова всегда будет нейтральным, независимым государством, которое не войдет ни в какие военные блоки. Поэтому это очень важно. Второе. Более легкий путь. Более легкий путь. Молодая партия ищет себе союзников и пытается идти в парламент с кем-то в блоке. Но мы отлично понимаем, в блоке мы теряем свой голос, мы немножко растворяемся, но это тоже выбор. И третье. Мы берем паузу, не идем на парламентские выборы. Следующие выборы в ноябре, выборы в Народное собрание Гагаузии, а возможно башканские, и готовимся на внутренние выборы и ждем 4 года. Поэтому я поставлю наверняка с первого вопроса, если вы позволите, на голосование. Как мы сегодня проголосуем, так оно и будет. Никто ни с кем не договаривался, никто никого не просил. Я просто хочу, чтобы каждый проголосовал, как он считает нужным, как он думает о своем сердце. Кто за то, что Гагаузская народная партия в сентябре месяце впервые пошла на парламентские выборы, включая список 101 человек, представителей самой автономии? Прошу поднять руки. Пожалуйста, опустите. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Уважаемые друзья, я считаю, что на выборе сегодня это можно и стоя поаплодировать, потому что это исторический момент. Большое всем спасибо. Уважаемые друзья, у нас обратной дороги нету. После голосования я второй, третий вопрос даже и не ставлю, потому что 100% проголосовало, ни один человек не воздержался, ни один человек не против. Только прошу одного, что давайте мы действительно всех наших первичных организаций усилим нашу работу. Спасибо, что вы есть, спасибо, что мы работаем, но усилимся максимально. И, с сегодняшнего дня вы передайте всем нашим сторонникам, просто жителям, больше говорите о Гагаузской партии. Начнет наша работать газета, больше будет информации. Нам нужно максимально узнать, где есть представители нашей нации, наших гагаузов, кто родился в Гагаузии, в других районах. Поэтому давайте информацию в штаб. Вот сегодня был представитель Кристина, может она здесь. Она сегодня пришла, как более есть очень много наших земляков, я принесу всех телефонов, звоните. Поэтому то же самое, где у вас есть дети, родственники, берите телефоны, адреса, мы начнем работать. Во всех районах, имея 120 тысяч избирателей в Гагаузии, имея дополнительно десятки тысяч избирателей, которые голосуют в других районах, имея десятки тысяч наших земляков в Приднестровье, имея десятки тысяч наших земляков в самом Кишиневе и десятки тысяч за пределами нашей страны, конечно, мы имеем возможность, имеем большую надежду, что мы преодолеем эти 5%. Но я вам скажу, что если мы преодолеем эти 5%, Гагаузия получит всемирное уважение. Весь мир будет об этом говорить, что маленький народ объединился и перестал кому-то доверять, а защищает себе сама.
Поэтому идем вперед. Спасибо всем. Приглашаю для зачитания резолюции Николая Петровича Тельписа, генерального секретаря. Пожалуйста. Николай Петрович, секундочку, пожалуйста. Уважаемые, маленькое заявление. Я прошу вас, у кого есть возможность, вступайте в группу на Фейсбуке «Гагаузская народная партия». Вступайте в группу на телеграм-канале «Гагаузская народная партия». Делитесь с друзьями. Пусть о нас знают все, и, кроме вас и ваши друзья. Ставьте лайки, чтобы поднимать статус нашей партии. Большое спасибо. Уважаемые друзья, оглашаю резолюцию собрания руководства первичных организаций Гагаузской народной партии. Мы, участники собрания руководства первичных организаций Гагаузской народной партии, всецело одобряем и поддерживаем учреждение Гагаузской народной партии, которая стала поистине общей народной объединительной силой. Опираясь на исторические традиции гагаузского народа, истинный патриотизм, духовно-культурную общность, справедливость, гражданский мир и народное единство, основываясь на положении Конституции Республики Молдова, уложении основного закона Гагаузии и Гагаузии, закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии, осознавая ответственность за свою малую родину Гагаузии и Гагаузии перед нынешними и будущими поколениями, желая сохранить Гагаузию и Гагаузию в составе Республики Молдова, заявляем: первое. О своевременности, актуальности и востребованности учреждения Гагаузской народной партии. Второе. О системной и целенаправленной работе среди населения Гагаузии в целях объединения народа и поддержки программных намерений Гагаузской народной партии. Третье. О целесообразности и востребованности принятия специальной программы подготовки национальных кадров и их закрепления в Гагаузии, создав благоприятные, привлекательные условия для трудовой деятельности и обустройства жизни молодежи. Четвертое. О принятии активного участия в предстоящих выборах парламента Республики Молдова 28 сентября 2025 года со своим полным списком из 101 кандидата со всех привлеченных организаций Гагаузской народной партии. Пятое. О необходимости Народного собрания Гагаузии в связи с истечением полномочий депутатского корпуса 7-го созыва назначить выборы депутатов нового 8-го созыва согласно действующего законодательства на ноябрь 2025 года. Шестое. О принятии активного участия в предстоящих выборах Народное собрание Гагаузии, выдвигая своих представителей со всех 35 избирательных округов. Седьмое. О востребованности восстановления постоянно действующего конструктивного диалога между центральными органами власти Республики Молдова и органами власти Гагаузии в двусторонних интересах. Мы глубоко уверены, что наконец разум возобладает и возобновится деловое и конструктивное сотрудничество между властями Гагаузии и центральными органами власти Республики Молдова. На новой доверительной, взаимоуважительной основе напряженность снизится, а предстоящие выборы будут организованы и проведены в соответствии со всеми действующими международными демократическими нормами и стандартами. Восьмое. О своей уверенности, что Гагаузская народная партия станет поистине народной и объединительной силой гагаузского народа и народа Гагаузии в целом. Девятое. Мы не новички в политической и общественной жизни Гагаузии и Республики Молдова. Десятое. Нам нужна политическая стабильность, экономическая самодостаточность, полноценное и полноправное участие в политической и государственной деятельности Республики Молдова и Гагаузии в соответствии с Конституцией Республики Молдова и законом об особом правовом статусе Гагаузии и уложения Гагаузии. Мы, участники сегодняшнего собрания, также заявляем о том, что останемся сплоченными, едиными, целеустремленными, верными заветам наших предков и не свернем с избранного нашим народом пути защиты собственной идентичности, неотъемлемых прав, свобод и полномочий Гагаузии, укрепление статуса гагаузской автономии в составе Республики Молдова, ее занятие достойного места в конституционном и правовом поле Республики Молдова, а также в международном сообществе с целью, чтобы Гагаузия и Гагаузия стала полноправной и полноценной. Жизнь нашего народа на изломе, люди в больших переживаниях, гагаузская автономия в серьезной опасности.
Мы слишком долго, 30 лет, позволяли политическим партиям, действующим в Республике Молдова, решать нашу судьбу. Постоянно им верили, за их красивые обещания. Результат – Гагаузия без прав и полномочий, разробленная и нищая, политически слабая и незащищенная. Нам всем пора понять и осознать главное. Судьба нашего народа в руках самого народа. И никто, кроме нас самих, не будет защищать завоевание гагаузского народа, Гагаузии и Гагаузии, признанной всем миром. Поэтому и была создана Гагаузская народная партия, новая, востребованная политическая сила, которая родилась 6 марта этого года в Гагаузии с глубоким знанием его реальности и с глубокой ответственностью перед нашим народом. Настал еще один исторический шанс. Объединиться во имя достойного будущего. Нам всем надо как никогда быть сплоченными, целеустремленными и уверенно шагать вперед. Не дать себя обмануть в очередной раз. Помня, что за блестящими словами, обещаниями скрывается привычная цель – использовать Гагаузию за разменную монету. После выборов Гагаузия на 4 года забывается, и народ остается сам по себе со всеми проблемами. Гагаузская народная партия – это новая эпоха, это достойное будущее Гагаузии и Гагаузии. Это голос народа, его выбор и надежная сила. Гагаузы мира обязаны объединиться не ради сегодняшней политики, а ради себя, своих детей, внуков, будущих поколений, своей родины Гагаузии и Гагаузии. Да благословит нас Господь Бог. Уважаемые друзья, давайте проголосуем. Кто за принятие резолюции? Прошу поднять руки. Единогласно. Кто против? Кто воздержался? Спасибо всем. Уважаемые друзья, время пролетело быстро. Я благодарю вас, потому что действительно я видел ваши глаза. Все внимательно слушали. Хочу передать большой привет всем нашим жителям, всем тем людям, которые нас поддерживают. Пожалуйста, до 26 числа, 26 июля мы соберемся еще раз в Камрате. До этого, конечно, мы будем к вам выезжать, продолжим работу для того, чтобы 26-го наши круги людей, которые вступят в партии, увеличились. Всем большое спасибо, что вместе с нами, что вы сегодня приехали. Спасибо большое.